Тем временем в город Ровеньки прибыл гуманитарный груз от жителей Коми. 2 фуры успешно добрались до подшефного города. В одной из них 20 тонн строительных материалов от предпринимателей Карткировского района. В другой, помимо продуктов питания и средств первой необходимости, оборудование для пожаротушения, переданное ровеньковским коллегам от сотрудников МЧС республики, 1500 книг, собранных жителями Коми в рамках всероссийской акции «Книги Донбассу», а также бытовая техника, холодильники, стиральные машины, микроволновки. Она предназначена Ровеньковскому центру социальной реабилитации детей-инвалидов. Чем же сегодня живет город Ровеньки и его жители? Подробнее об этом смотрите прямо сейчас в специальном репортаже. Город Ровеньки Луганской Народной Республики считается тыловым. И жизнь здесь, на первый взгляд, протекает мирно. Куда-то спешат прохожие, работает общественный транспорт, магазины, кафе, радуются летнему теплу здешняя детвора. Жители Ровеньков как будто уже свыклись с близостью фронта. Но все же где-то рядом, в нескольких десятках километров, идут бои. И там воюют здешние ополченцы. Близость фронта выдают и так называемые «прилеты», когда украинская сторона обстреливает Луганскую Народную Республику. Луганская Народная Республика была образована в мае 2014 года, когда в Луганской области Украины состоялся референдум о самоопределении. В августе 2014-го город обстреляли в первый раз. Ракета взорвалась в пригороде и прошила осколками городской автобус. Тогда погибли 4. Среди них и 6-летний Саша Сорокин. Я не могу об этом говорить. Больно. Очень больно. Все мы люди. Никому мы плохого никогда ничего не делали. Но не могу, правда. У меня за это время, 2014 года, 5 близких людей. Хотя город не так наш бомбили, как Луганск. Нам еще-то нормально. Нам нельзя жаловаться на что-то. Вот. Но она очень боялась. Вообще это правда страшно, не дай бог. Точку У бросили вот нам первый раз. Вот как и говорят, да, не надо паниковать. Паника страшная. Ты теряешься, тебя пробирает дрожь. Ты не знаешь, где твой там тревожный чемоданчик, где твои документы. Жутко просто. За что и про что. Прилеты в Ровеньки стали чаще с началом специальной военной операции. 26 февраля ВСУ обстреляли Ровеньковскую нефтебазу. Ровно через месяц, 26 марта, ракета «У» должна была поджечь ее во второй раз. Ракета комплекса «У» представляет собой управляемую бортовой инерциальной системой на всем участке полета одноступенчатую твердотопливную ракету. Ее осколочно-фугасная боевая часть начинена 14 500 готовыми осколками. При взрыве на высоте 20 метров осколками поражаются объекты на площади до 3 гектаров. Кассетные боевые части содержат 50 осколочных элементов с 1,5 килограммами взрывчатого вещества и 316 осколками в каждом. На высоте в 2250 метров над поверхностью автоматика производит раскрытие кассеты, вследствие чего осколками засеивается до 7 гектаров. Предназначена для поражения живой силы и небронированной техники, расположенной на открытой местности. Помимо нефтебазы, от тех прилетов пострадали окрестные дома. Осколки с легкостью пробивали металлические заборы, автомобили, застревали в деревьях, в домах. Многие лишились крыши над головой. Я смотрела телевизор. Дочка готовила ужин. Тут же в одной комнате. У нас на кухне телевизор был, тут диван. Вот. И она ужин готовила. Кухонная. И тут же рядом кухонная, где она готовит, рядом окно. И в это окно попадает, и все окна выскакивают. И мне на голову с потолка люстра падает, земля посыпалась. Ну, мы же сразу забегались. А ребенок в другой комнате уроки учил, тоже возле окна стол стоял. Вот. И это окно тоже выскочило. Вот. Как нас не поубивало, тут я не знаю. На улице Артема .У сожгла дом многодетной семьи. Ее, к счастью, не было в тот момент дома. Шум такой, прям мы не могли понять, что. То ж перед этим за месяц, что нефтебаза горела,
вахнуло. Мы ж думали, может, опять, когда смотрим, а здесь огонь. И мы что-то выскочили, побежали, пока это самое, и соседи позбегались. А это дом, получается, многодетной семьи? Да, их 3 детей. И она ж молодая еще женщина. Пострадал кто-то? Нет. Осколки от украинских ракет и сегодня собирают на улицах здешнего двора. Лето, которое проходит на фоне сожженных и изрешеченных осколками домов. Многолетнее противостояние с украинскими неонацистами сказалось на городской инфраструктуре. В свое время в городе работали больше десятка шахт. Они добывали ценнейший уголь, антрацит, используемый в сталеплавильных печах. Город жил и развивался. Только вот с распадом Советского Союза украинские власти старались не инвестировать в свои восточные области, скорее наоборот. Они выкачивали из луганской экономики все возможное. Примеров того и сегодня множество в тех же ровеньках. Время здесь как будто остановилось где-то в 90-х. Как эти аттракционы из советского прошлого в городском парке. Что такое город Ровеньки? Это сам город и 10 населенных пунктов городского типа. При этом еще 10 сельского значения, которые входят в отделы жизнеобеспечения. Сейчас по переписи населения на 1 января 2022 года 76 400 человек проживания. Это по статистике. Но люди, опять-таки, когда началась спецоперация, люди начали выезжать, опасаясь за свою жизнь на территорию Российской Федерации. В тот же момент хочется отметить, что многие и вернулись обратно уже на территорию города. Потому что... В какой момент? Ну, скажем так, уже... Когда почувствовали, что... Да, когда почувствовали поддержку со стороны Российской Федерации и тот вклад, который вносит Российская Федерация непосредственно в жизнь нашего Донбасса и в целом нашей республики, ну, он действительно ощутим со всех сторон. И во всех позициях мы видим тот вклад, который идет каждый день в республику. И в наш город точно так же мы ощущаем на себе поддержку всестороннюю. Это и те же гуманитарные конвои, белые машины, и та же спецтехника, которая на территорию республики заехала. Сейчас начинаются ремонтные работы. И по республиканским значениям ведутся работы. И в городе Луганске тоже больница строится. Это республиканского значения. И в тот же момент со стороны республики Коми мы уже проговаривали с Владимиром Викторовичем много позиций и вложений, которые сейчас будут осуществлять Республика Коми на территории города Ровеньки. Это очень значимые объекты для города, для инфраструктуры города. Были моменты, когда мы просто физически не могли осуществить те или иные мероприятия по восстановлению этих объектов. Но когда приехал Владимир Викторович, мы обошли все позиции по городу, просмотрели. Это действительно основа всех основ. В городе перебои с водоснабжением. Необходимо восстанавливать дороги. Но что самое насущное, Ровеньки надо подготовить к предстоящей зиме. Приоритеты – это, конечно, подготовка к отопительному зимнему периоду. И в этой же стези подготовка и соцсферы. Это и больницы, это и детские дошкольные учреждения, школа. Поэтому, на мой взгляд, тот объем, который мы сейчас взяли в первом этапе, он достаточно большой, но он, конечно, является таким стартом. Потому что мы видим, что дел в городе достаточно много. И, конечно, мы совершенно точно, как шефы, как, знаете, раньше вот было, шефы, они приходили, там, всегда помогали, да, там. Вот в этом смысле мы точно совершенно понимаем, что мы
Россия и Донбасс – это навеки, поэтому мы, в общем, понимаем, что это наша такая очень будет добрая, почетная и дружественная миссия. Церемония подписания международных соглашений выверена до мелочей. Глава Коми Владимир Уйба и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проговаривают детали подготовленного документа, после чего следует его визирование. На кадрах историческое событие, не иначе. Республика Коми и город Ровеньки Луганской Народной Республики заявляют о сотрудничестве. Свои подписи под документом ставят Владимир Уйба и Андрей Рубанцов, городской глава. С этого момента начинается практическое шествие нашей республики над Луганским городом. У нас такой шахтерский край, который в свое время жил достаточно зажиточно, богато, но в последнее время, в последние годы руководства Украиной региону внимания практически не уделялось, поэтому у нас вообще все шахтные города, поселки, они находятся в таком очень, я бы мягко, наверное, так сказал, очень нехорошем состоянии. Детские сады, школы, больницы, центральные дороги требуют первостепенного внимания. Шахтерский край 8 лет дает отпор украинским неофашистам. Все силы и средства направлены на то, чтобы поддержать народную милицию и ополчение, выстоять. Именно поэтому Донбассу без помощи России и ее регионов сейчас никак не обойтись. Готовы бригады, которые на следующей неделе после подписания уже выезжают на работу с стройматериалами, с расходниками. Ну и еще одна была задача, тоже поставлена Андреем Викторовичем перед нами. Это модульная котельная в школе имени Шевцовой, Любовь Шевцовой, номер 9. Вот эту модульную котельную тоже мы сейчас заказываем, и ее нужно будет там непосредственно устанавливать. Но все должны сделать именно к отопительному периоду, поэтому времени действительно немного. Сегодня уже это переходит в такую вот конкретику со сводно-сметными расчетами, с материалами, с деньгами. Дает основание, что мы все-таки успеваем по времени. Понятно, что это не все, да, и это мы, что называется, первый шаг делаем. Есть достаточно большие у нас уже понимания и обмена, и культурного обмена, и обмена специалистами. Отдельно блок проработали, и он тоже будет в этот же период решен по поставке медикаментов. Спасибо огромное, что вы включились в эту работу. Мы с огромной благодарностью. Ну и в ответ хочу сказать, что вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Вот в случае необходимости мы можем приехать и покорять просторы Крайнего Севера, оказывать посильную помощь. Вот. У нас народ очень трудолюбивый, честный, порядочный, с твердым характером, таким, как сибирский характер. Поэтому мы, наверное, о чем-то схожи. Подписанное соглашение предполагает укрепление двусторонних связей в разных сферах. Но главный подтекст в нем – подтверждение слов «своих не бросаем». Сейчас происходит история. И все мы участники этой истории. Каждый из нас сейчас, тот, кто действительно любит свой родной город, и в целом, независимо, то ли вы как жители Республики Коми, то ли я как житель города Ровеньки, мы все пишем свою историю сейчас. И мы участники этого всего действия. На данном этапе это действительно исторический факт, которого я, допустим, не ждал, я открыто признаюсь. Но при этом, когда я познакомился и с губернатором Республики Коми, и с коллегами с Республики Коми. Люди очень позитивные, отзывчивые. И хочу сказать действительно слова благодарности. То, что я увидел, это самый главный фактор – это человечность. Вот это самое дорогое качество у каждого из нас. И та отзывчивость, когда мы проехали по территории города, когда мы обследовали все объекты, когда люди с пониманием подошли к этим всем вопросам, действительно дорогого стоит.
Ровеньках впервые за много лет на улице звучала музыка. Играл оркестр здешнего Дома культуры, который носит имя Максима Горького. Именно сейчас, в эти дни, здешним властям так важно было провести праздник, чтобы его жители смогли хоть на время забыть о происходящем. Все было как в мирные дни, но впервые с участием Республики Коми. В 2014 году вы приняли для себя судьбоносное решение. Избрали путь независимости и вошли в состав суверенной Луганской Народной Республики. Сегодня вы живете в непростых условиях. Действительно, есть опасность за жизнь ваших мужей, отцов, братьев, которые защищают вашу землю, нашу землю. Действительно, есть опасность и тревога за детей. Но благодаря мужеству и чувству долга вы продолжаете трудиться на благо родной земли и родного города. И прилагаете все силы, чтобы восстановить в Луганской Народной Республике, в родном городе, нормальную, мирную жизнь. Происходящее на сцене как будто утверждало, что город продолжает жить, несмотря ни на что. А мир вот-вот вернется вместе с защитниками свободного Донбасса. Великой Отечественной войны сегодня Донбасс защищает свою свободу. Тогда, 80 лет тому назад, город был оккупирован, но не был сломлен. Здесь в декабре 1942-го была создана организация сопротивления «Молодая гвардия». О тех событиях напоминает мемориал ее участникам, расстрелянным фашистами. Память о героях в Ровеньках ревностно хранят. Быть может потому, что сегодня в том же здании, в котором организован музей молодогвардейцам, лечатся от ран солдаты Донбасса, защитники нашей Родины. У нас есть горизонт, мы видим свое светлое будущее вместе с вами. Вот, как сказать, я могу здесь сказать, вместе мы сделаем жизнь нашу лучше во имя и благо людей. С великой Россией все вместе мы станем намного сильнее.